есть у нас Дома еще дома дела. дела. Друзья мои, я вас всех приветствую на нашем канале. Смотрите, какая чудесная сегодня погода. Вот дождались мы наконец первого майского снега. Иначе никак. Но я в принципе этого ожидал, потому что и прогнозы писали, да и люди, приезжающие с материка, прилетающие из теплых краев, говорили, что там холодно везде. Москва, Санкт-Петербург, Липецк. Везде холод, везде сильные ветра. Ну, у нас без ветра, слава богу. Вот просто идет снежок. Видите? Ну, он, конечно, тает. На улице плюс 1 градус или 0. Да, 0 вот показывает наш термометр. А у нас началась рабочая неделя. Мы двигаемся в сторону работы. Поэтому, друзья, будем сегодня снимать новый репортаж и посмотрим, что нас сегодня ждет. Да, погодка нам, конечно, подкинула веселого настроения. Так, а мы сейчас двигаемся в сторону Почты России. Нам нужно письмо отправить. Огромное всем, друзья мои, спасибо за комментарии, за просмотры, за лайки, за дизлайки, за все, короче, огромное вам спасибо. Молодцы, что вы посмотрели наши праздничные выпуски. Вот, наконец, отгремели последние салюты. Последние праздничные победные салюты. Вот. Ну, мы, как обычно, уже сразу приступили к работе. Несмотря ни на что. Вчера в основном в России был выходной день, но а мы все равно работали, потому что у нас как никогда все, кто не работает, они, конечно же, все рванули кто куда. Кто по магазинам, кто в автосервисы, кто просто в баню, потому что выходной. И нужно как-нибудь этот день посвятить, ну, грубо говоря, себе, семье и своему имуществу. Так, сейчас мы забежим на почту, отправим письмишко и поедем дальше. Всем, кто поучаствовал в нашем стриме, в прямом эфире так называемом, огромное всем спасибо. Молодцы, что вообще просто что увидели, что присоединились, поучаствовали, пописали нам комментарии. Питер, тебе отдельное спасибо. Это просто вообще был на связи от начала до конца. Андрей, тебе, как говорится, жму руку по-мужски. Привет тебе огромный из нашего сурового края. Хотя я знаю, что у вас примерно то же самое 2-3 дня назад было. Нифига не теплее. И может быть даже так же летали снежные мухи. У нас сейчас задачка небольшая. Заехать в институт Якут-Днепроалмаз. И, по-моему, нет, мне не повезло. Мест нету парковочных. Бам-бам-бам-бам-бам. Так, ну ладненько, мы попробуем как-нибудь вот так. Мы же быстренько туда-сюда сбегаем, да и все. Вообще, сократили весь институт, заселили его не знаю кем, каких-то других людей, населили другие предприятия, и вообще машин, парковка забита. Просто некуда припарковаться. Везде все, видите, возле домов, на газонах, везде все забито машинами. Вот так нас сократили. Сейчас пройдемся до института.
Многие просят: зайди в институт, зайди, потому что мы там работали, посмотреть, что там у него внутри, какие там изменения. Да, друзья, ничего там особого, ничего такого нету. Ну, поставили эти, как они называются-то, господи. Ну, короче, проходную сделали, электронную. Пропуск подносишь, так, и открывается парапет, или как это, шлагбаум. Кафе Банчетта напротив. Сейчас его еще видно, потому что деревья голые. Короче говоря, в здании Кутнепроалмаз заселился новый подрядчик строительства нового городского аэропорта. Потом АЦО. Это автоматизированная, централизованная, оперативная, чего-то там, не знаю. Короче, планово-экономический отдел компании. Ну, там частично, они, конечно, там часть находится на улице Комсомольской, я так понимаю, да, часть сюда переселили. Наверное, сюда всех переселят скоро. И будут они здесь в основном обитать. Вон парковка полностью, свободных мест нету. Все забито. Так, а мы едем опять на почту. Я талончик там взял, но даже не знаю. Посидеть там, посижу. На улице, ну, спасибо. Спутники обнаружены? Спутники найдены. А по поводу стрима нашего, да. Вот еще, короче, специально для этого прямого эфира. Что такое? Да, купил я специально кронштейн. Вот такой на стекло крепится. Вот он крепится на стекло. Вот такой кронштейн. Специально телефончик крепится вообще хорошо. И вообще идеально, я бы сказал. Но немножко он не годится для прямых репортажей. В плане того, что немножко длинный сам этот кронштейн. Такой он. И телефон немножко трясется. Это все нам портит. Вчера пересматривал несколько раз, пытался посмотреть, что же там, что не так, почему. Картинка немножко у нас плавает, в общем, стабилизации никакой. И понял, что вот именно из-за кронштейна, поэтому если кому-то надо, друзья мои, вот могу. Вот за полцены отдам его. Я его купил, по-моему, 980 рублей, что ли. Ну, за 450 я его вам продам кому-нибудь из вас. Может, кому-то надо, действительно, он очень хороший. А люди не знают, где купить. Вот тут такая штука. Нажимаешь кнопочку, и вот эти штуки раздвигаются. Вот видите, о. А я куплю себе немножко другой, с более короткой ногой. И устроим с вами опять прямой эфир. В честь какого-нибудь праздника. Может быть, в июне день рождения отметим мой в прямом эфире. Я шучу, конечно, но может быть просто прокатимся по городу, посмотрим, тем более июнь месяц, середина, и будет все зеленое призеленое. Я уже помню, как мы на даче отмечали мой день рождения, была вообще шикарная погода, красота, все деревья уже зеленые, травка везде. Вы же знаете, как у нас быстро все зеленеет, достаточно, блин, несколько теплых, хороших солнечных деньков. И все, и травка везде повылазит, почки разбухнут, и сразу же появятся зеленые листочки. С такой погодой, я вижу, это будет не скоро. Так, что-то мы тут на красном застряли. Ёлки-палки. Ага, вот, красота. Ух, Мерседес поехал какой красивый.
черный. Все, мы свернули на улицу Советская. Оп. Надо включать, потому что заедем тут сейчас еще в одно место и опять на почту. У меня там талончик я взял. Передо мной было 7 человек. Но почта еще не проснулась, друзья мои, не проснулась. И пока еще не все. У них же там тоже вроде как, я так предполагаю, наверное, свободный график посещения работниками. Потому что если утром придешь, там один человек всего работает. Телерадиокомпания «Алмазный край», телерадиосеть России. Я вас приветствую. Вот такие вот дела. Еще раз хотел всех поблагодарить за комментарии. Я сегодня посмотрю, что там понаписали, распечатаю и мы почитаем обязательно. Поедем в город, я вам обязательно прочитаю. Там столько интересного. Там даже стишки написали. Вообще здорово. Эх, чтоб я так жил. Почаще бы нам устраивали праздники. Потому что в городе так чисто, так хорошо, так здорово. Город весь скребут, подметают, равняют. Листики прошлогодние все убирают. Вообще просто шикардос. Я говорю, нам почаще по праздники устраивали всякие разные. Ну, жалко, майские, конечно, кончились. Ну ничего, будем... Скоро опять что-нибудь да придумаю нам, какой-нибудь праздник. Да, друзья мои, неожиданно, нежданно покатались мы с вами на нашем прямом эфире целый час. Даже, я вам скажу больше, 1,5 часа длился этот стрим. Неожиданно. Ну, для первого раза, в принципе, очень даже неплохо. Было нас ориентировочно 15 человек. Плюс-минус, там постоянно кто-то уходил, кто-то приходил. Возможно, было больше, но в среднем было 15 в эфире постоянно. Кто писал нам комментарии. Вот здесь я, насколько помню, вот здесь 12-этажка. Здесь кто-то из моих подписчиков живет. Я им помахал ручкой. Я так понял, что меня даже ответно помахали тоже. Что еще? Потом, значит, наш стрим еще посмотрели в записи порядка 200 человек. Сегодня не проверял, не знаю, может быть уже больше. Я думаю, что нужно взять практику такую хотя бы раз в месяц, приурочить к какому-нибудь празднику, а может быть выходной, и обязательно устраивать такие прямые эфиры. Вот только нужно будет мне что-нибудь придумать с нормальным креплением телефона, чтобы он не трясся, чтобы немножко стабилизированная была картиночка у нас. Еще раз машу ручкой вашему 11/1 по Ленинградскому проспекту. Привет вам всем. Мы с вами сейчас поворачиваем на улицу Индустриальная. О, впереди знакомая машинка едет с знакомым номером. Я раньше был ее владельцем. Если вы меня смотрите, вам огромный привет. Вот так ручкой помашу. Смотрите, люди все еще продолжают ездить с флагами, знаменами Победы и Российской Федерации. Вот эта традиция, вот это я понимаю. Никак люди не могут отойти от праздников. Все еще продолжают вот так вот носиться по городу с флагами. Ну, понятно, видимо, это как Пасха, 40 дней отмечается. А День Победы можно отмечать весь месяц. На Индустриальную поворачиваем, проезжаем мы с вами хлебзавод. И сейчас вот сюда, к магазину Индустриальная 3. Есть тут такой автомагазинчик. Мне нужно там кое-что прикупить. Да, лампочку, грубо говоря, нужно купить. Клиент приехал, у него лампочка не горит. Давайте, друзья, мы проезжаем, потому что мне надо сюда припарковаться. Опа, вот он магазин Омега. Еще нам нужно сегодня забежать в магазин Контакт, а тут у них строго. Обязательно маску одевать. Электромаркет. Надо купить светильник для гаража. У нас вчера сгорел светильник. Сейчас посмотрим.
Короче, такой вот купили. С датчиком движения не было, но, короче, мы старый переставим с того светильника на этот датчик движения. И все, я думаю, все заработает. Сейчас мы его только снимем с крыши и приделаем на место. Друзья, ну вот смотрите, время идет потихоньку, но погода только идет к ухудшению. Немножко вот чуть-чуть стало теплее, но снег стал идти еще сильнее. Кстати, все это, я так понимаю, все это взаимосвязано в природе, и идет у нас река Лена. В Усть-Куте она уже хорошо там прошла, подходит к Витиму. 11 числа обещала быть в Витиме. Ну и, соответственно, через день-другой уже она будет в Ленске. Ледоход в Ленске обещают нам буквально вот со дня на день. И там традиционно установлены камеры на набережной. И можно прямо в прямом эфире наблюдать ледоход. Но так как еще там его еще нету, поэтому наблюдать там тоже особо нечего. Вот такие вот дела. Поэтому, друзья мои, все в онлайне следим за ледоходом. На сайте Алмазный край там есть тоже, у кого есть ссылочку, можете посмотреть, ссылочку скачать и смотреть на своих смартфонах, как движется река. Ну, пока только наблюдается просадка льда. Вода упала, лед провалился. Не знаю, насколько там это все глобально. На камерах не очень хорошо видно, но уже видны забереги такие, знаете. Все-таки весна, она берет свое, и поэтому однозначно со дня на день Лена тронется и начнет выбрасывать на берег такие метровые и более толщины льдины. Я однажды присутствовал не на самом ледоходе, а ледоходе буквально через день-другой. Это довольно так глобально, я вам скажу, выглядит. Все-таки река Лена очень широкая, большая река. И все это не просто так проходит. Это все так эпично, я вам скажу. Движение реки, первые подвижки там прямо с таким грохотом проходят. Вот. Я видел просто льдины, лежащие на берегу. Уже река пошла, и льдины были толщиной до 1,5 метров. Представляете, там одна льдина может весить несколько тонн. И все это вот как-то так. Так, а мы уже вторично сегодня, третий раз уже еду на почту, блин. Но, к сожалению, сегодня такой вот у меня почтовый день. И мне приходится постоянно туда-сюда мотаться. Почта это письма, заказные отправления и так далее. Без этого наша работа никак. Так, как-то мне нужно так пристроиться, чтобы никому не мешать. Опа, ни сзади, ни спереди, потому что нам нужно тут волей судьбы оказаться в МФЦ, так называемом, многофункциональный центр, где проводятся всякие различные госуслуги. Можно было бы, конечно, зарегистрироваться к ним на прием в приложении госуслуги. Что-то я там пошарился и нужные услуги мне не нашел. Лучше, я думаю, заеду, заодно вам прорекламирую, покажу, как они работают, где они находятся и как у них вообще там обстоят дела. Так, это у нас торговый дом СРГ с левой стороны, но как бы нам туда не надо. Следующий дом. Кстати, вот что раньше находилось в этом МФЦ? Вот здесь СРГ. Но так у него вывеска так и осталась, но он не работает. А вот в следующем здании, что там раньше находилось, я, если честно, уже подзабыл. Поэтому, друзья мои, пишите там в комментариях мне, напишите, что там раньше было. Ух, тут что-то машин-то сколько. Сейчас припаркуемся здесь. Так я думал, и это место займут. Чебуречка. Горячие пончики, шаурма. Но нам туда не надо. Мои документы. Центр государственных муниципальных услуг. Даже в них есть вот такой пандус для людей с ограниченными возможностями. Сейчас запишемся к ним на прием.
здесь что? Управление, казенное учреждение социальной защиты. Народу много. Друзья, рабочий день у меня закончился. Наконец мне удалось вырваться. И решил для вас все-таки проехать по городу немножко. Хоть и погода не очень, и холодно на улице. Всего лишь 3 градуса тепла. Комментарии я обещал вам почитать. Так вот, Наталья Кадурова пишет нам. В 2011 году мои внучки участвовали в конкурсе ко Дню города и сочинили вот такой стишок, в котором рассказали о любимом городе и о любимых местах. Сейчас, глядя на площадь, вспомнила об этом. Зовут меня Даша, я всем шлю привет. 6 лет мне исполнится скоро. Я в городе Мирном живу все 6 лет, и это любимый мой город. Здесь все мне знакомо и очень интересно. Много я гуляю со своей мамой вместе. Погулять со мной приглашаю вас, друзья, в те места, где интересно, где бываю часто я. Не нужны лекарства и доктор Айболит всем, кто посещает спорткомплекс Кимберлит. Здесь с подружкой Анютой прыгала я на батуте, а с подружкой Маринкой каталась на машинках. А это вот главная площадь наша. Сюда прихожу я с моим братом Сашей. Сейчас поедем дальше. А вчера с соседской девочкой Катей каталась на площади на самокате. Здесь очень весело. Катаются ребята на великах, роликах и на самокатах. Нет в Мирном лучше магазина, чем магазин Екатерина. Там в клетках кролики живут и птички песенки поют. Там домики есть для кошек и много чего для собачек тоже. Как Тарас сестренке Вере, выйдя на крыльцо, предложила я поехать на Вилюйское кольцо. Как люблю я здесь бывать, свежим воздухом дышать. На траве мне весело валяться, радостно играть и кувыркаться. Свежим воздухом. Есть у нас очень красивый Свято-Троицкий храм. По воскресеньям частенько я бываю с мамой там. А за храмом есть сквер с фонтанами, там очень люблю бывать я с мамой. Расцветай, мой любимый город, ты еще молод, ты мне нужен и ты мне дорог. Вот такой интересный комментарий нам Наталья прислала. И вообще просто шикарное стихотворение. Надо же было такое сочинить, представляете, ребенок. Это просто вот шедевр. Молодцы, друзья мои, присылайте побольше мне таких писем, присылайте побольше таких комментариев. Мы обязательно будем их зачитывать, обязательно будем вас информировать о таких интересных событиях. Вот еще пишет мне Иванов. Когда проезжали по улице Амосова, слева мелькнул мой город, мелькнул дом моего детства, Амосова 45. Ну да, конечно, Амосова 45. Прямо солнце защемило, мысленно вернулся в то время. Спасибо вам за видео, они очень нужны людям. Друзья мои, Амосова 45, у нас был стрим, прямой эфир. Но я, к сожалению, так быстро там... Хотя нет, я ехал медленно, но я не увидел этого адреса. И прямо вот именно адресной таблички я не заметил. Хотя пытался в это время как раз что-то вам там рассказать. И, честно прошу прощения, не заметил. Друзья мои, первая школа прямо справа по курсу. Я тут... Мне пишут, ты чё, блин, за 50 лет в городе столько лет прожил и не помнишь, где первая, где вторая школа. Ну, правда, вот я все время их путаю почему-то, где первая, где вторая. У меня вот что-то с памятью моей стало. Так что уж не обессудьте. Если что, поправляйте, друзья, поправляйте. Я такой вот, 39А впереди у нас маячит дом. Так что поэтому смотрите, кто увидит 45-й дом свой, смотрите. Дом номер 45, только что проехали, да. Пусть вам будет это бонусом дополнительно еще раз. Что еще мне пишут такого интересного? Сейчас мы тут свернем на улицу Ленина возле второй школы, теперь уже ГПТУ и вторая школа. Так, пишет Николина Григорьева. Андрей, спасибо за видео. Мирный, скучаю по тебе, я родом из твоих улиц. В моей душе ты всегда город моего детства. Помню елку на площади
Ленина, детский мир и трубку. Ты красивый, молодой, хорошеешь с каждым днем. Я скучаю по тебе, мой самый любимый город. Да, я тоже скучаю по нему, поэтому вот езжу каждый вечер и снимаю для вас видео. Елки-палки. Да, тут не заскучаешь. Целый день на работе, и вот только вечером немножко, говорю, вот вырвался. Сегодня мы с вами уже были на почте, кстати, да, я все дела там на почте поделал. Слава богу, дважды пришлось мне туда ездить и отправлять письма. Ну, по работе все. Бухгалтерия, финансы и так далее. Так. Вот товарищ тоже пишет 3 дня назад, правда это было. Спасибо, много букв. О, супер, всех с праздником, привет из Азербайджана. Дружище, тебе тоже огромный привет. Северный, наш якутский, холодный, но в то же время горячий привет тебе. Я был в Азербайджане, был в Баку, был в Бузовна, Маштага. Эти места, если тебе знакомы, там было просто прекрасно. Мы купались в Каспии, отдыхали всей семьей. Вот, это были 80-е года. Но я их запомнил на очень-очень надолго. Ребята, кто нас встречал, кто нас привечал, так сказать. Друзья, всем огромный-огромный привет. Азербайджан, я с вами. Мне всегда очень нравилось там, блин, ну, ребята, которые, они, правда, плохо разговаривали по-русски, но как-то мы там общались, там, ну, как могли. Но ребята молодцы, они мне все показали, все рассказали. Вот я до сих пор запоминаю, помню вот эти времена. Мы даже ходили в кино там с местными ребятишками. Потом на обратном пути, я помню, попали на свадьбу, настоящую азербайджанскую свадьбу. Там нас просто как прохожих приняли как гостей. А тем более я был русский, единственный парнишка там среди них. Но меня также посадили за стол, накормили. Рядом там пел приглашенный певец. Ну, свадьба, азербайджанская свадьба, это что-то, это вообще, это нужно там побывать, это нужно видеть. А у меня, я был тем более пацаном, наверное, лет 12 мне было. Я все это запомнил и помню до сих пор, как это все происходило. Ребят, правда, не всех запомнил по именам. Помню только Мамед, хозяин Ахмед, хозяйка была Зульфия, по-моему. И, ну, короче, вот всех помню по именам примерно. Вот кого запомнил, друзья. Всем огромный привет. Андрей Дудник, как всегда, молодец, отличился. Привет из Питера, спасибо за новый выпуск. В первой столовой были отличнейший буфет, вкуснейшая выпечка и перекусы. В детстве... Сейчас повернем сюда. В парке никого нету. Холодно, друзья. Так, в детстве мама меня всегда отправляла в первую столовку за тестом. В буфете продавалось тесто, да. Ну, давала еще какую-то мелочь, чтобы я там попил компот, сок, съел какие-нибудь вкусняшки в буфете. В столовую проходили через буфет прямо. Застал в столовые времена, когда на столах стоял бесплатный хлеб и специи, горчица, соль, перец. И как во всех столовых района. Алмазный Муат, Заря, совхоз, Новый и прочее. Жил я недалеко от столовки, мы периодически гуляя по улице, забегали в столовку, брали хлеб, горчицу, соль, все это посыпали. И таким образом, короче, я опять на улицу. Из персонала никто никогда, конечно, нас не ругал, да, и надобности не было, потому что раньше был совсем другой уклад жизни. Никого, ну вот. И даже старались погорячей хлеб взять на раздаче. Ну и так день за днем всегда забегали туда. Друзья, мы едем по шоссе Кирова. Кто не помнит, вот шоссе Кирова. Машин мало, ну не обессудьте. Сегодня рабочий день, уже все по домам разбежались. И вечером сидят, смотрят телевидение. Поэтому мы с вами спокойненько тут заруливаем на улицу Солдатова. И традиционно опять по ней поедем. Я всегда поезжаю на Солдатовые, комментарии ваши читаю. Так, обедать можно было в столовой по полной программе. На рубль и еще и пирожков с собой в пределах... еще, ну короче, все на рубль.
Так, на кадрах показана школа номер 1. Ну, это я как обычно, помните, я там то ли первая, то ли вторая школа, не помню, поэтому вот так. Что еще? Моя родная любимая школа. Ну да, получается, Андрей ее заканчивал. Учился в ней с 1 по 9 классы. Так. Потом ушел в вечерку на улице Амусова. Да, помню, вечерняя школа на Амусова. Заканчивал там 10-11 классы. Работал в Умехе токарем. 11 класс заканчивал весной 83 года. И как раз повестка в армию у меня пришла. Так, 12 апреля для ребят, кто уходил в армию до экзаменов, была устроена досрочная сдача на аттестат о среднем образовании. Набралось нас таких с повестками человек 10. Условия были сдачи такие. Приходишь вовремя на экзамен, первый вопрос, считай, на первый вопрос ты ответил. Вовремя пришел, все, первый вопрос готово. Называешь правильно предмет, по какому экзамен. Второй вопрос ответил. Все, получаешь трояк. А если ты принес цветы и сказал спасибо учителям, третий вопрос уже тоже ответил. Получаешь 4. Свободен, иди служи. Вот так все было по-доброму и тепло. Сбоку от центрального входа со стороны Амусов до сих пор на репортаже видно крылечко, где что? Так, где девчонок в наших старших классах было домоводство. Учили их шить и кошеварить. Да, короче, тут не так все просто, чтобы ехать еще и читать вам комментарии. Я уже обгоняю тут. На месте девятиэтажки около этого крылечка в начальных классах было что-то типа школьный сад-огород. Росли какие-то деревья. Сейчас, друзья, вот сюда мы забьем. Опа, Америка, Европа. Здесь такая стояночка. Это специально стоянка для посетителей магазина Северянка. Друзья, вот он, новый магазин Северянка. Сейчас дочитаю. Так вот, даже не помню, чтобы кто-то нас там гонял, ругал. Имеется в виду вот эти сады и огороды, которые были по домоводству у девчонок. Не помню, чтобы нас кто-то гонял или ругал. Чуть даже за школу на месте новой девятиэтажки стояли гаражи и здания с классом по автоделу. Я в этих классах учился, но так как после 9 класса ушел в вечерку, в школе права не получил. Бегали туда на автодело, к общественному туалету, курить в старших классах. На месте Харбина до него ничего не было. Да, я тоже, мне кажется, там ничего не было. Был свободный проход. Надо было перейти через высокую теплотрассу. Я еще помню, с торца дома, который ближе к площади, было какое-то крылечко и дверь. Да, оно там было, там страховая компания какая-то была. Переходя через теплотрассу, проходили мимо нее. Но что это была дверь, я не знаю. Место Харбина знатная кормушка, очередной передел собственности. Если там до сих пор проходит теплотрасса между домами, то это уже незаконно. Нарушение всего, чего только можно в строительстве и безопасности. Обязательно по возможности поучаствую в прямом эфире 9 мая. Ура, молодец, поучаствовал по питерскому времени 12. Буду за городом на мемориале Невский пятачок. Там каждый год проходят показательные выступления военных организаций. Всем здоровья, удачи, всех великим праздником Победы. Ура! Молодцы, что пишете, молодцы, Андрей, я тебе огромный привет. Вот специально только для тебя лично жму руку, обнимаю крепко. Огромное тебе спасибо. Вот, поехали дальше. Сейчас вот выйдем здесь вот этой парковки. Друзья, едем по улице Амусова. Сейчас мы зарулим. Вот здесь вот у нас есть внутренний такой проезд тут к дому. 98, да. 8 и дробь 1, что ли. Что-то такое, короче. Вот эти дома с дробями. Может, кто-то жил здесь, так что вот для вас этот дворик немножко засниму. Дмитрий Силаев мне написал еще такой интересный комментарий. Я что-то не знаю, может, слишком много я комментов для вас читаю. Ваши же комментарии, вы могли бы их прочитать и там. Но мне просто интересно, ведь люди, ну, с каким энтузиазмом это делают. Привет, Андрей, спасибо, что радуешь нас своими видео. Снится мне мирный час, а очень снилось общежитие. Видать, его тогда не сносили. Сейчас видели в
8 минуте 40 секунд. Березки родные, которые садили перед своими окнами, сохранились. Спасибо тем, кто сносил строение и их оставил. Да, часто снится, не знаю, что там сейчас, ее до последнего благоустраивал. В первой столовой был еще кондитерский цех, тортики, пирожные очень вкусные. Там стряпали, город изменился в лучшую сторону. Асфальтированные дороги, деревья стали большими, опоры ЛЭП стали металлическими. Так, сейчас мы тут еще проедем. Опа. Металлическими обновленными фасадами. Дома, все это очень радует. Первомайская погода очень-очень радует. Зря отменили демонстрацию. С Днем Победы всех, благ всем вашим родным. Да, друзья, вот на сегодня мы первую половину комментариев закончили. Сейчас мы выедем опять на Амусово. Опять выехали мы на улицу Амусова. Вот это самая объездная для транзитного транспорта. Едем. Так, вот смотрите, вот у нас впереди, вот там в торце есть магазинчик. Кто помнит, как он назывался? Потому что он простоял и стоит до сих пор здесь уже лет, наверное, 20, если не больше. Всегда в нем что-то происходило. И постоянно были здесь какие-то аварии. Если помните, вот здесь вот, как мы сейчас выезжаем, оп, и туда все время кто-то перескакивал через этот бордюр. Это иногда происходило. Ну, видимо, по гололеду. Как правило, это был гололед, и люди проскакивали туда, не успевая остановиться, и не рассчитали свои, так сказать, тормозной путь. Бывало такое. Батюшка, отец Владимир, вон там поехал на своей машине. Привет ему, он нам поморгал, мы ему тоже. Если он смотрит наш канал, то я думаю, ему будет приятно увидеть, что мы ему тоже поморгали и помахали. Так, мы сейчас дальше проезжаем улицу Амусова. И там, о чем я еще говорил-то? Друзья мои, на сегодня, наверное, все. Будем заканчивать наш короткий выпуск. Всем счастья, здоровья на нашем канале. Да и нам тоже не помешало бы. Поэтому давайте внизу, кто еще не успел подписаться, нажали кнопку подпись. Или там маленький квадратик с моим логотипом, на него мышку навели, хоп, и открывается значок подписаться. На нашем канале за эти праздники нас прибыло 10 человек, как минимум 10, это я так приблизительно говорю, но уже я видел. Не забываем внизу написать комментарии, кликнуть там пальчик вверх, и я думаю, до этого будет достаточно. Не забываем поддержать наш канал. И огромнейшее, всем спасибо, кто уже его финансово поддержал. Потому что все деньги идут на ремонт нашего квадрокоптера, на запчасти, которые я уже, в принципе, уже приобрел. От самого канала, конечно, нам пока никакой поддержки еще мы не дождались. Я думаю, не дождемся, потому что у нас не миллионные просмотры. Да и ладно, будем все на энтузиазме, как обычно. Друзья, всем до новых встреч. Ну и до свидания.